Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Беседы о качестве образования и проектные сессии на многочисленных площадках. В Якутске стартовало ежегодное январское совещание педагогических работников. Обновленные данные и новые случаи заражения. Расскажем об эпидобстановке в регионе. Помощь коренным народам Севера от недропользователей. 2 снегохода получила родовая община «Исток» в селе Иенгра Ниренгринского района. Расскажем об этом более подробно. В Якутске стартовало ежегодное январское совещание педагогических работников. Основная повестка мероприятия – качество образования, методические аспекты. Программа совещания разделена на 3 блока: объектно-ориентированное программирование как инструмент совершенствования образования, создание условий реализации обновленных программ и реализация требований к образовательным результатам. 3 трека будут реализованы по всем уровням образования и пройдут в формате методического семинара, онлайн-лекции, круглого стола, проектной сессии на 69 площадках. Итоги мероприятия подведут 31 января. Упор будем делать, на социально-экономическое развитие, или иными словами, понимание такое влияние образования на социально-экономическое развитие региона. Как раз таки об этом мы будем обсуждать в рамках январского совещания. Здесь основное внимание уделяется формированию функциональной грамотности обучающихся. Что такое функциональная грамотность обучающихся? Это получается применение полученных знаний в жизни. Вот это самая такая составляющая человеческого капитала. Тем временем в Хангаласском районе учителя выявляют детей, находящихся вне дома. В районе все учащиеся школ перешли на дистанционное обучение, а в детских садах организованы дежурные группы. Такой режим для школьников будет сохраняться на период обострения пандемии. В эти дни им необходимо соблюдать самоизоляцию, исключить очное общение с одноклассниками, длительное пребывание на улице и в местах массового скопления людей. Для контроля режима самоизоляции педагоги школы и детских садов ежедневно выходят в рейды. Мы присоединились сегодняшнего дня. Выходим мы по графику 1 раз в день, дневное время. У нас район Кирзавод мы относимся к улицам, Строительная, Заводская и Комсомольская. Вот это наши улицы. При обнаружении детей либо на площадке, либо в подъездах мы с ними проводим беседу о том, чтобы они покинули это место, так как сейчас такая неблагополучная обстановка. И даем рекомендации родителям, чтобы дети самоизолировались, также соблюдали масочный режим. Перейдем и к эпидобстановке в республике. Свыше 1000 пациентов с коронавирусом выздоровели в Якутии за прошедшие сутки. Всего на 30 января выявлено 2623 случая инфицирования коронавирусом, и из них в Якутске 1819. У большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания, что обусловлено в первую очередь вакцинацией. А накануне плавательные бассейны Чолбон и Самородок приостановили свою деятельность. Такая мера связана с ухудшением эпидобстановки. Об этом сообщили в Министерстве спорта республики. Другие же спортивные объекты работают в штатном режиме при условии заполняемости до 50%. Напомним, согласно приказу Минспорта, в Якутии приостановлена организация спортивной подготовки воспитанников до 18 лет, в том числе предоставление платных услуг, а также проведение всех спортивных соревнований до выхода особого распоряжения. При посещении спортивных объектов города Якутска обязательно требуется наличие QR-кода о вакцинации от ковида, либо о том, что человек переболел. И обязательно при входе обязательно проверяется температура человека, то есть термометрию проходят, и чтобы при посещении не должно быть признаков ОРВИ. На сегодняшний день все объекты спорта в городе Якутске, они работают с 50% загруженности от мощности. Вместе с тем, количество центров амбулаторной онкологической помощи вырастет в республике к 2023 году. Об этом сообщил Айсен Николаев. Также в планах внедрение жидкостной биопсии при раковых опухолях легкого, совершенствование методов лечения, системы реабилитации и паллиативной помощи. Кроме того, планируется расширить проект «Онкодесант» для выявления онкологически больных в районах, в том числе северных и арктических.
Ну а в республике утвердили логотип «Году матери». Эмблема разработана Конгресс-центром совместно с Минтруда региона. Образ матери-прародительницы, рода и хранительницы очага издавна почитается и оберегается якутским народом. Поэтому в создании логотипа приложен труд не только дизайнеров, художников, но и историков, ученых и народных мастеров. При разработке орнамента изучили и использовали специальную литературу по якутской символике. Напомним, глава Якутии Айсен Николаев в год столетия якутской автономии объявил 22 год Годом матери. 2 снегохода от промышленного предприятия получила родовая община «Исток» села Иенгра Нерюнгринского района. Эвенки, как представители коренных народов Севера, готовы не только рационально использовать природные ресурсы, но и совместно с промышленными предприятиями помогать их сбережению и освоению. Ирина Кичигина продолжит тему. Промышленное освоение Южной Якутии имеет стратегическое значение для страны. Но недропользователи должны понимать, что они ведут свою деятельность на землях традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Компания «Эльгауголь» служит примером ответственного недропользования с учетом интересов общества. Сегодня, благодаря совместной планомерной работе наследного депутатского корпуса администрации, на новый уровень выходят отношения между местными властями, промышленными организациями, а также кочевыми родовыми общинами. Стороны договариваются вести бизнес цивилизованно, бережно относиться к природе и поддерживать тех, кто испокон веков населяет эти земли. И в этом диалоге заинтересованы все. Ведь диалог нужен не только нам, но и бизнесу, на мой взгляд. Взаимодействие в наследии сегодня складывается. Компания «Эльгауголь» сотрудничает с родовой общиной «Исток». Осуществляется поддержка в виде материальной помощи, поставки товарно-материальных ценностей общине. И для того, чтобы сотрудники могли более оперативно, быстро решать свои вопросы, работу выполняли, мы подарили сегодня снегоходы повышенной проходимости. Они по своим техническим характеристикам топовые модели. Родовая община «Исток» образовалась в 2019 году и пока насчитывает всего 5 человек. Но полученные снегоходы значительно улучшат качество жизни и будут способствовать дальнейшему развитию и расширению. Это сохранение стада, естественно, охота на хищников, средства передвижения по тайге. Такое взаимодействие послужит примером для конструктивного сотрудничества и соблюдения баланса интересов недропользователей и коренных малочисленных народов Севера не только на территории Нерюнгринского района, но и при освоении Арктики. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Тем временем в Европе наступила яркая средиземноморская весна. Дизайнер Элисаап на Парижской неделе высокой моды предложил зрителям забыть о повседневности. Тему продолжит Роман Чуриков. За пределами выставочного павильона в Париже облачно и минус 3 градуса по Цельсию. Но внутри уже наступила средиземноморская весна. Ливанский кутюрье Элисаап представил свое видение моды на первую половину 2022 года. Зрители стали свидетелями красочного зрелища. Ярко-розовый, лаймовый, лимонный, серебристый. Пастельным тонам в этой коллекции не место. Буйству красок соответствуют и фасоны платьев, а также материалы, из которых они сделаны. Перья, стразы, блестки, бусы. Таком либо на бал, либо под венец. Не случайно Элисаап считается одним из самых роскошных свадебных модельеров в мире. В его платье, например, связала себя узами брака принцесса Люксембурга. А на светские приемы именно в его нарядах ходят Селин Дион, Николь Кидман и Анджелина Джоли. Яркие наряды и вычурные материалы, кажется, не сочетаются не только с парижской погодой, но и тяжелой экономической и социальной обстановкой в родном для модельера Ливане. Но Элисаап с этим не согласен. Люди любят цветное. Они хотят снова радоваться жизни после всех проблем в мире в последнее время, говорит кутюрье. «Привезу сам». Робот-официант обслуживает гостей в иркутском ресторане. Новый работник с мордочкой кота на дисплее появился в заведении в декабре прошлого года, но уже полюбился посетителям. Подробности далее.
Как рассказали сотрудники ресторана, сперва роботу задают название блюда и номер стола, после чего он отвозит заказ гостям. Ориентироваться в пространстве механическому официанту помогают датчики на потолке заведения. По прибытии к столику робот желает гостям приятного аппетита. А если в ресторан приходит именинник, то подает ему блюдо под праздничную музыку. Посетительница Инна Назарова, которая пришла в заведение вместе с дочерью, порадовалась нововведению и сказала, что вернулась бы снова. Мы подумали, что младшей дочери было бы еще интереснее, 2,5 года. Та бы, наверное, была вообще в восторге, потому что космические такие технологии. Ну, круто. Управляющая рестораном Анна Батоева рассказала, что робот-кот не только разносит еду, но также участвует в шоу-программе на банкетах и радует своим необычным видом детей. Очень интересно смотреть, как на него реагируют дети. Дети за ним бегают просто толпой. За этим котом гладят его, там, обнимают. То есть очень рады этому коту. Реакция у гостей просто ошеломительная. Гости очень рады. Банкеты заказывают, чтобы им обслуживал тоже кот. Это как шоу, какая-то дополнительная шоу-программа для нашего ресторана. Кроме того, робот умеет реагировать на прикосновение. Однако, если гладить слишком долго, то он может возмутиться. Тогда на экране появится хмурая мордочка, и кот будет недовольно мяукать. Нового сотрудника персонал прозвал Федерико. По их словам, свободное от заказов время механический помощник проводит возле барной стойки. Тем временем в Греции ветеринары и спасатели пытаются спасти клюворылого кита, который выбросился на берег. Предположительно, он не может вернуться на глубину из-за травмы. Подробности далее. В Греции спасатели пытаются помочь клюворылому киту, который выбросился на мель. Все произошло на пляже в пригороде Афин. Накануне этому же киту длиной 3,5 метра помогли уплыть в море в соседнем районе, но он снова вернулся на берег. Млекопитающие обследуют ветеринары. У него обнаружили травму, и, скорее всего, именно из-за нее кит не уходит на глубину. Он ранен, вероятно, болен, и по этой причине он дезориентирован. Специалисты, занимающиеся китами, сказали, что он мог столкнуться с рифами и сломал себе клюв. Его дезориентация не позволит ему вернуться на глубину. Его состояние, к сожалению, постоянно ухудшается. Ветеринары лечат так, как требуется в подобных случаях. И мы ждем, когда ему станет лучше. Клюворыловые киты находятся под угрозой исчезновения, могут погружаться на глубину до 3000 метров. Они обитают и размножаются в морях Греции, но крайне редко приближаются к мелководью, поскольку очень пугливы. Каждый год греческим спасателям и ветеринарам приходится помогать 10-15 млекопитающим, которые оказываются на мели. На этом пока вся информация. О развитии событий смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.